В эфире программа «Якутия. День за днем». Я Влад Давыдов и репортеры телеканала «Якутия-24». Сейчас подведем итоги уходящей недели. Смотрите в выпуске. Стройка века стартовала. На неделе официально начались работы по строительству моста через Лену. Проектом занимается группа ВИС. Что это за компания, какие работы за их плечами? Что сделано и что предстоит? По всей республике идут отчеты правительства перед населением. Что беспокоит население? Какие вопросы звучат? Сюжет из Устнеры. Без ремонта 30 лет жильцы одного из домов в городе Нерюнгри жалуются на то, что их дом остается бесхозным. Репортаж из Нерюнгри. Учитель будущего проходит дальневосточный полуфинал всероссийского профессионального конкурса. От Якутии участвуют 5 команд. Как у них дела? Бережливая поликлиника. Третий этап занятий этого федерального проекта завершился в столице. Каким технологиям обучают якутских врачей? Кино и театры. Как культурно провести эти выходные, куда можно сходить, чтобы посмотреть обзор афиши в конце выпуска. На неделе официально началась работа по строительству моста через Лену. На месте будущей стройки разместили 4 буровые установки для старта изыскательных работ. Специалисты уже получили первые образцы мерзлого грунта, которые были переданы для анализа в лабораторию. Кроме того, под селом Табага начались работы по прокладке трассы и созданию площадок для изъятия проб мерзлых грунтов. Это для моста. Мост будет проходить. Протяженность 2 километра 200 метров до Хаптагайской протоки. От Табагинской до Хаптагайской протоки. Сейчас подготовительные работы. Нам надо лед тонкий. У нас буровая, как говорится, где-то под 30 тонн, 27-28 тонн. И надо наращивать сантиметров 30 площадки. Площадки у нас по 150 метров, 1,5 гектара, одна площадка. 3 площадки. Что будет проходить на этих площадках? Какие работы? Буровые. Будем буриться, брать грунты. Что касается денежного обеспечения проекта, то более 70% финансирования на строительство Ленского моста поступит из федерального бюджета. Об этом сказал Айсен Николаев в интервью НВК «Саха». По словам главы региона, только около 10% из республиканского бюджета пойдут на строительство этого объекта. Оставшаяся часть – это частные инвестиции. Глава Якутии подчеркнул, что в прошлом году проект строительства моста поддержал президент Путин, поэтому объект будет возведен в обязательном порядке. Айсен Николаев отметил, что проект очень сложный, учитывая климатические условия нашего региона. Что из себя представляет группа ВИС, какие проекты за их плечами, с какими работами ВИС связан с Якутией в данное время, помимо Ленского моста? Всю подробную информацию собрал наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Сегодня на территории города Якутска группой компании ВИС реализуется и строится 12 общественных пространств. За этот небольшой срок компания реализовала на территории региона сразу несколько проектов, благодаря которым появились 12 новых общественных пространств. Это 5 детских садов, 4 школы, 2 объекта культуры и современная библиотека. Давайте вспомним, какие это были проекты. Первый проект был возведен в 2018 году в селе Сырдах. Здесь возвели новый детский сад. Это первое за последние 2 десятилетия капитальное здание, построенное в селе, расположенном в 25 километрах к северу от столицы республики. Здание рассчитано на 240 воспитанников. Его общая площадь составляет более 3500 квадратных метров. Здесь созданы все условия для всестороннего развития детей. В детском саду устроены блоки, состоящие из игровых, спальных и санитарных помещений. Кроме этого, для юных жителей села работают физкультурные, музыкальные залы, специальные кабинеты развивающихся и образовательных программ, медицинский блок.
Такие же социальные объекты открылись и в городе Якутске. Это детский сад номер 75 «Ивушка», который распахнул свои двери в декабре 2018 года и принимает в свои стены 240 воспитанников. Общая площадь здания составляет 3500 квадратных метров. В новом саду, в нашем красивом здании созданы все условия для развития детей дошкольного возраста. Мы принимаем детей с ясельной группы, это 1,5 годика, до 7 лет. Дети занимаются в разных залах, музыкальный, физкультурный. Также у нас есть бассейн, куда ребятишки ходят с удовольствием. Есть педагоги доп. Образования, это педагоги английского языка, якутского языка, китайского языка, кабинет психолога и кабинет робототехники и языков разных. 2 объекта дошкольного учреждения открылись в 203-м микрорайоне города Якутска. Это детский сад «Светик-семицветик» на 18 групп и второй детский сад. Это в этом же микрорайоне на 315 мест. Оба учреждения выполнены по индивидуальному дизайн-проекту, имеют игровые ячейки, музыкальные и спортивные залы, а также медицинские блоки. Последний из данного списка детский сад расположился на улице Пионерская, детский сад номер 30, рассчитан на 200 мест. Общая площадь здания превышает 3500 квадратных метров. Так же, как и вышеперечисленные объекты, он имеет современное оснащение. Теперь перейдем к другим объектам образовательного учреждения. Это школы. Значимым событием для многих горожан стало открытие национальной школы АИ КГТ на 203-м микрорайоне. Новая школа рассчитана на поток 8 классов начального звена, 10 среднего и 4 старшего звена. Уникальность данной школы заключается в том, что акцент здесь делается в образовательных программах, которые изучают якутский язык и национальную культуру и традиции народа Саха. Новая школа рассчитана на 550 мест. Это первый объект школы, который построен в этом микрорайоне. Планируется еще одна школа. Дети будут обучаться 2 смены, потому что у нас уже 720 человек. Вот. Ну, школа, она достаточно большая. Более 9500 квадратных метров, из-за того, что кабинеты очень большие, просторные, рассчитанные на 25 посадочных мест каждый кабинет. Помимо этого, еще 2 школы открылись в микрорайоне ДСК и в Сайцарском округе. Это школы номер 6 и номер 25. В обеих учреждениях проходят обучение все возрастные группы от начальной до старшей школы. Жизнедеятельность учеников полностью обеспечивается производственными мощностями зданий. Для активных занятий предусмотрены актовый, спортивный и гимнастические залы. Внутренняя отделка всех помещений выполнена из натуральных материалов, безвредных для здоровья детей. Теперь у нас 2 здания. Здание начальной школы и здание основной школы. Всего теперь у нас количество детей выросло. Обучается 948 детей. И у нас также есть 3 спортивных зала. Значит, арочный спортзал, он стал у нас залом вольной борьбы. Там проводятся уроки для детей с 1 по 6 класс. Физкультура идет как час вольной борьбы для мальчиков. Значит, и для детей начальных классов, для девочек начальных классов, внутри вот этого основного здания находится зал художественной гимнастики. И дети занимаются художественной гимнастикой. Следующий объект – это Международная арктическая школа, которая распахнет свои двери уже совсем скоро. Он сегодня строится на территории Центра отдыха и здоровья «Сосновый Бор». В новом образовательном учреждении будут воспитывать толерантных граждан мира, готовых освоить не только Арктику, но и весь мир. Школа представляет из себя 6 блоков разной этажности, включая отдельный спортивный блок, рассчитанный на 220 учеников. Общая площадь здания превышает 7000 квадратных метров. Объект состоит из 3 этажей, наполнен достаточно высокотехнологичным оборудованием. Здесь присутствует планетарий интерактивный, бассейн достаточно большой, актовые залы, конференц-залы, ну и кабинеты для обучения детей не только общеобразовательным предметам. Данный объект будет функционировать с 1 сентября 2020 года. Он в эксплуатацию, будем говорить, что вот-вот, в ближайшие дни,
войдет, а непосредственно образовательный процесс начнется с 1 сентября 2020 года. Теперь расскажем о двух объектах культуры, один из которых распахнул свои двери в марте прошлого года. Это детская школа искусств с концертным залом на 300 мест, расположенный в 203-м микрорайоне столицы. Объект имеет 3 этажа, общей площади более 4500 квадратных метров. Второй объект – это многофункциональный развлекательный комплекс «Центр культуры и современного искусства» имени Юрия Гагарина с киноконцертным залом на 500 мест и музеем авиации строится в Гагаринском округе столицы. Это трехэтажное здание общей площадью свыше 5500 квадратных метров разместило досуговые помещения как для молодежи, так и для ветеранов. В Центре культуры расположился один из крупнейших киноконцертных залов Якутска на 500 зрителей, оснащенный современным мультимедийным и звуковым оборудованием, и музеем авиации Якутии, где будет собрана обширная информация обо всех событиях и фактах, связанных с развитием авиации региона. Строительство объекта проходило в течение 2 лет, с момента забивки первой сваи до чистовой отделки. Площадь здания составляет 5500 квадратных метров полезной площади, 4 этажа, из которых на 1-м этаже разместится большой гардероб и зона кафе. На 2-м этаже у нас будет выставочный зал авиации, многофункциональный зал. 3-й этаж – это зоны фудкорта и большой киноконцертный зал на 500 мест. На 4-м этаже разместятся операторский и звукорежиссерский. И замыкает список смарт-библиотека, который расположился в новом современном 203-м микрорайоне города Якутска. Это первый подобный объект не только в республике, но и на Дальнем Востоке России. Здесь представлен совершенно новый формат организации пространства. Книгохранилище на 130 000 томов, электронные читательские билеты, автоматизированная система выдачи книг и собственный издательский центр. Все это стало доступным для горожан. На базе библиотеки функционирует Центр исследования чтения с научно-методическими отделами, отделом психологии, социологии и педагогики детского чтения. Новое здание стало первым капитальным строением публичной библиотеки в Якутске с 1911 года. Отметим, что стоимость создания 11 объектов с участием бюджета города более 8 миллиардов рублей, из которых фактические затраты бюджета к моменту ввода объектов в эксплуатацию, это декабрь 2019 года, составили лишь 1,5 миллиарда рублей. Остальные средства, 6,5 миллиардов, на этапе строительства были инвестированы частным партнерам. Они будут поэтапно возмещены частной стороне в период с 2020 до 2026 года, что не создаст критических нагрузок на бюджет города Якутска. На этом у меня все. Вернемся после короткой паузы, буквально полминуты. Смотрите далее в программе «День за днем». Что сделано и что предстоит. По всей республике идут отчеты правительства перед населением. Что беспокоит население, какие вопросы звучат. Сюжет из Аймяконского района. Без ремонта 30 лет жильцы одного из домов в Нейрингре жалуются на то, что их дом остается бесхозным. Репортаж из Южной Якутии. Это программа «Якутия. День за днем». Продолжаем выпуск. Упрдор Вилюй подписала государственный контракт с компанией «Ходьковский автомост» на проектирование еще одного мостового перехода через реку Вилюй на 660-м километре федеральной дороги у села Верхневилюйск. Все подробности у Ульяны Шагиной. Олесь Гераймович – коренной нюрбинец. Сегодня он один из популярных видеоблогеров не только в Якутии, но и за ее пределами. На своем канале он рассказывает о рыбалке, животных и много снимает во время автопоездок. Мы ближе всех к космосу, поэтому в Якутии все такие классные. Для него, как и для всех жителей вилюйской группы улусов, еще один мост – связующая нить с центральными областями России. Это конец ожиданиям весенней распутицы и осеннего ледостоя, парома летом. Тем, кто не жил по ту сторону берега, понять такое вряд ли удастся. Мы практически станем жить по-другому. Мне так кажется, это, конечно, сугубо мое мнение,
но вот эти вот перекладные, мы ожидаем этого парома, если мы выезжаем в город, а в город мы выезжаем по довольно-таки разным причинам. Все дети наши учатся в городе Якутске, какие-то серьезные вылеты, допустим, даже в тот же город Москва, все идет через город Якутск. Нам добираться 800 километров и мосты. Вот первый это Марха, он у нас уже построен, нам уже легче. И тут следующий вот мост, это финалочка. По подсчетам дорожников, в сутки реку Вилюй у села Верхний Вилюйск пересекают в среднем 1600 автомобилистов. Именно в этом месте через 5 лет появится еще один мост. Его уже окрестили Вилюйским. Самый крупный мостовой переход на федеральной трассе Вилюй. Веками ждали такого момента. Вы представляете, вот раньше же мы как ездили-то, только летом это были паромы, да, и весной, и осенью вообще дороги не было. А сейчас это после строительства Мархинского моста теперь будет под Верхневилюйском мост будет построен. Это вообще будет красота у нюрбинцев, это будет круглогодичная дорога. Вилюйская федеральная дорога пересекает реку Вилюй в 4 местах. В ноябре прошлого года на 756-м километре Вилюйки через реку Марха растянулся самый крупный на сегодняшний день мостовой переход. Вилюйский мост станет в 3 раза больше Мархинского. Это самый крупный переход на реке Вилюй. Вот мы, построив данный объект, достигнем круглогодичного сообщения до города Нюрба. И параллельно начнем тоже проектировать 3 перехода через Вилюй, но они будут уже поменьше. Речь идет о мостовых переходах возле сел Кюндядя, Устье и Крестях. Кроме этого, в этом году на федеральной автодороге Вилюй ведутся еще 2 средних по размеру моста на реке Тюкян, это граница Верхневилюйского и Нюрбинского улусов, и Малая Батобуя на границе Сунтарского и Мирнинского районов, что позволит ликвидировать временные переправы, благодаря чему эти участки трассы станут круглогодичными. Кроме этого, в этом же году завершится реконструкция 2 переходов через речки Сасарюрях и Улахан-Мугур. При завершении самого моста это приведет к социально-экономическому развитию Сунтарского улуса, и не только самого Сунтарского, а всей Вилюйской группы улусов. Также население нашего очень давно ждет. В прошлом году строительство моста через реку Марха для нас уже дало свои плоды, можно сказать. И все-таки надеемся, что и все вот именно те затраты, которые сейчас приведены по строительству моста, они очень эффективны будут. Мы сейчас находимся на 7-м километре Вилюйского тракта. Именно с этого места начинается федеральная дорога Вилюй. Ее протяженность более 3000 километров. Большая ее часть находится в ведении управления дорогами Вилюй. Тянется она от Якутска до поселка Верхнемарково Иркутской области, пересекая Вилюйскую группу улусов, Мирный и Тас-Юрях. Новый мост будет располагаться на 660-м километре федеральной трассы Вилюй. Это самый широкий ее участок. Длина нового мостового перехода составит 1 километр 700 метров, плюс 20 километров дорожных подходов к нему. Строительство предположительно начнется в 2021 году после завершения проектно-изыскательских работ, а завершится в 2025. Объект реализуется из средств федерального бюджета в размере 22 миллиардов рублей. Подрядчиком работ выбрана компания «Ходьковский автомост», который сейчас занимается строительством моста через реку Тюкян. Мы считаем, что этот мост все-таки очень значимый, да, для федеральной программы, вот, и для самой Якутии. Вот, поэтому приложим все усилия, средства для того, чтобы данный проект спроектировать в кратчайшие сроки и надлежащим качеством, чтобы потом строителям было, наверное, не стыдно, да, его построить и сдать в эксплуатацию федеральному заказчику. При строительстве моста будут применяться новые технологии, которые сегодня имеются на рынке мостостроения. Они будут касаться как покрытия перехода, так и в целом опорных конструкций. Кроме этого, в скором времени начнутся проектно-изыскательские работы по изучению вечно мерзлых грунтов. Если новый мост у села Верхневилюйск обеспечит круглогодичный проезд от Якутска до Нюрбы, то завершением целого каскада мостовых переходов наконец-то соединятся целые пространства северо-востока России. Ульяна Шагина, Якутия, день за днем.
К другим темам правительство России расширило границы территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласы. Теперь режим ТОР распространен на отдельные земельные участки на территории Жатая и поселка Нижний Бестяк Мегино-Кангаласского района. Расширение ТОР обеспечит создание более 700 рабочих мест, привлечет более 8,5 миллиардов рублей частных инвестиций. Бюджетный эффект оценивается в 2,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Якорными будут проекты создания современной высокотехнологичной судостроительной верфи в Жатае и строительства грузового терминала в Нижнем Бестяхе. Отмечается, что на судоверфи планируется выпускать до 10 речных судов в год и создать комплекс по утилизации списанных судов. Строительство грузового терминала включает контейнерный терминал, тяжеловесную площадку и платформу для выгрузки техники. Всего на Дальнем Востоке действует 20 территорий опережающего развития в 9 регионах страны. Резиденты ТОР вложили в экономику Дальнего Востока уже более 400 миллиардов рублей. Чтобы было понятнее, это больше, чем 4 среднегодовых бюджета такого субъекта, как, например, Хабаровский край. Кроме того, по всему Дальнему Востоку инвесторы создали около 30 тысяч рабочих мест. И это, по сути, целый населенный пункт. В сегодняшний день, мне кажется, мы перешли к тому этапу, когда управление строительством инфраструктуры надо передавать на региональный уровень. У нас сегодня в территориях опережающего развития в свободном порту реализуется более 2000 проектов. Вот когда мы только начинали, их было там 10, 50, то, конечно, можно этим управлять из площадки Министерства по развитию Дальнего Востока. Когда это 2000, то это уже становится нерациональным. Поэтому в каждом субъекте Российской Федерации создана собственная корпорация развития. Под контролем и надзором губернаторов, на мой взгляд, они могут осуществлять эту работу. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и генеральный директор компании Дом.РФ Виталий Мутко в ходе рабочей встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере жилищного строительства, в частности, реализацию программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке. Банками одобрено более 9 тысяч заявок на сегодняшний день. Чтобы удовлетворить будущий спрос, который возникнет на рынке регионов Дальнего Востока, строительная отрасль должна быть готова. Все должно проходить гладко, не допуская высокого роста цен на недвижимость, сказал Виталий Мутко. Он подчеркнул, что необходимость создания комфортной городской среды, обеспечения новых районов всей необходимой социальной инфраструктурой. Ну а новые способы выплаты по ипотеке должны предложить россиянам правительство и Банк России. Среди них ожидаются меры и по созданию новых условий для рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов. Такое поручение дал российский премьер Михаил Мишустин. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, мы слышим жалобы о том, что люди обращаются в банк, просят рефинансировать кредит по пониженной ставке и им отказывают. Свежие идеи по гашению ипотеки должны подготовить к середине марта. Помимо этого, премьер-министр Мишустин подписал новое постановление. Теперь в правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий появилась возможность их направления на счет эскроу. Отмечается, что это предусмотрено в целях обеспечения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства. Без ремонта 30 лет жильцы одного из домов в городе Нерюнгри жалуются на то, что их дом, бесконечно кочующий по рукам множественных управляющих компаний, остается бесхозным. Итог – нет денег, нет ремонта. Как выйти из этой ситуации, привести в порядок этот многоквартирный дом, выясняла наш корреспондент Марина Захарова. Вот можно увидеть опаленные стены, ржавые трубы, обшарпанный потолок и полы. Вот именно так и выглядит дом по улице Геологов, 81 в Нерюнгри. Дом 1984 года постройки, и, как утверждают его жильцы, которые проживают в нем с момента его сдачи, о ремонте, хотя бы текущем, здесь не было и речи в течение 30 лет. Проблемы с работой хозяйствующих субъектов, а их за эти годы сменилось немало, были всегда. Собственно, поэтому дом и пришел в такое состояние. Люди устали от бесконечных прений с управляющими компаниями и обратились к нам за помощью. Очень болезненным вопросом остается наш ремонт
ремонт подъездов. Нужно абсолютно от голых стен, как говорится, до входных дверей менять абсолютно все. Для того, чтобы совсем уже не было крайности, что уже дом признать аварийным и потом только начинать восстановительные работы. Сейчас ответственность за этот дом взяла на себя управляющая компания «Жилсервис». Но за 2 года работы так и не удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Почему? Этот вопрос мы задали руководителю управляющей компании Татьяне Василюк. В первую очередь мы обязаны были предпринять все меры для того, чтобы нормально работали все коммуникации. То есть подвал был залит фекалиями, кругом были утечки, не работали приборы учета. На сегодня мы готовим отчет и свои предложения для жителей дома, какие виды работ, то есть они пожелают увидеть и на какие суммы могут рассчитывать. Как говорится, хозяйку судят по порогу. И желание жильцов облагородить свой подъезд, да и дом в целом вполне понятно. Но для этого необходимы средства. Как пояснили нам в управлении городского хозяйства Нерюнгри, из сложившейся ситуации все-таки есть выход. Первый путь – это значит собрать общее собрание, где принять решение о создании резервного фонда. Второй – это об изменении способа формирования капитального ремонта. То есть перейти от регионального фонда на специальный счет, где вы можете определить первоначальные выполнения видов работ. К сожалению, в Нерюнгри это не единственный дом с подобными проблемами. И остается верить, что стороны придут к единому решению, и многострадальный дом обретет надлежащий вид. Марина Захарова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Следующая короткая пауза, 30 секунд. Вернемся, оставайтесь с нами. Учитель будущего проходит дальневосточный полуфинал всероссийского профессионального конкурса от Якутии. Там 5 команд. Бережливая поликлиника. 3-й этап занятий этого федерального проекта завершился в столице. Каким технологиям обучили якутских врачей. Кино и театры. Как культурно провести выходные, куда сходить и что посмотреть. Обзор афиши в конце выпуска. Продолжаем программу «Якутия. День за днем». На этой неделе санитарно-противоэпидемическая комиссия города Якутска приняла решение не продлевать карантин. Таким образом, занятия в школах возобновят с 25 февраля. Напомним, что карантин был объявлен в столице республики с 6 по 16 февраля, затем его продлили до 23 числа включительно. По всем возрастным категориям показатели ниже эпидпорога. Поэтому комиссионно принято решение снять ограничительные меры и восстановить образовательные и воспитательные процессы на территории городского округа города Якутск по окончании ограничительных мер с 24-го. Но в связи с тем, что 23-е попадается на выходной день и переносится на понедельник, учебные занятия будут возобновлены с 25 февраля. Якутских врачей обучили бережливым технологиям. 3-й этап занятий федерального проекта «Бережливая поликлиника» завершился в Якутске. Как сократить время пребывания пациента в поликлинике, оказав ему необходимую помощь, объяснили эксперты Сибирского федерального медицинского университета. Как устроена бережливая поликлиника? Репортаж с Аргаланы Федоровой. В холле больницы нет очереди и окошек. Работника регистратуры и пациента разделяет лишь стойка. Это называется открытая регистратура. Таким образом, общение между персоналом и посетителями складывается легче, объясняют врачи. Их мнение разделяют и посетители. Стало лучше, просторней, кабинеты можно легко найти. Регистратура есть для взрослых детей, постарше есть, помладше, которые до года. Удобнее стало, не надо стоять там ждать. Талончики тоже хорошо придумали. То, что не надо стоять в этой очереди, ругаться, еще что-то. Больные и здоровые пациенты разведены по разным направлениям. Для разделения потоков рядом с регистратурой установлен информат, информационный стенд, а также нужные отделения обозначены указателями. Ну а если вы заблудились, то дорогу подскажет администратор. Бережливой второе поликлиническое отделение медицинского центра стало в прошлом году. Вместе с ним пилотный проект реализовали еще 8 медицинских организаций республики. Каждая медицинская организация создала рабочие группы
И они в течение 2019 года и проходили обучение. Направлений в этом проекте достаточное количество. Но в целом можно сказать, что они все направлены на эффективность работы медицинской организации, как часть снижения затрат, более такой эффективной работы команды, вовлеченности медицинских работников. Бережливость предусматривает правильное расположение кабинетов, разделение отделений для больных и здоровых, использование электронной очереди, доступ к кабинету неотложной помощи, внедрение колл-центров и другие условия. Каждая больница выбирает себе несколько процессов довольно обширной программы, которые способна реализовать. В Намской районной больнице воплощать в жизнь проект начнут с внедрения открытой регистратуры. Сейчас у нас работает рабочая группа, которая проектно уже готовит решения в части бережливого производства. И в этом году, я думаю, мы нашими общими усилиями в любом случае нашу поликлинику сделаем более доступной. Чтобы грамотно и с пользой для пациентов работать в этом направлении, медицинские работники прошли обучение. Изучили в теории, затем закрепили на практике искусство управления ресурсами, снижение трудовых затрат, оптимизацию рабочего процесса. Мы 3 дня очень активно отработали, разработали свои проекты, защитили их. В нашем случае это было сокращение времени ожидания маммографического исследования при прохождении диспансеризации. Мы думаем, что выявили проблемы, какие возникают, и пути их решения. Уже в этом году на эту систему перейдут 38 больниц республики. В основном это детские консультации и поликлиники. Открытость больниц будет способствовать улучшению оказания медицинской помощи. Саргалана Федорова, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Государственная Дума приняла закон о здоровом и сбалансированном питании школьников. Документ одобрен с поправками от главы государства. Напомним, свои предложения Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию. Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Это отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Закон, по его словам, стал приоритетным для депутатов. Необходимо, чтобы уже с 1 сентября в тех школах, где есть необходимые условия, дети смогли бесплатно питаться. 5 команд из Якутии принимают участие в дальневосточном полуфинале всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего», одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это уже 2-й полуфинал конкурса. Он проходит во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Как там наши? Подробности у Юрия Осипова. На дальневосточном полуфинале конкурса «Учитель будущего» собрались 59 команд из 11 регионов. В состав каждой команды входит по 3 участника. Отбор был строгий. На данном этапе поступило около 1500 заявок. Из них, по сообщению организаторов, лидером по количеству регистраций стала Якутия. От республики поступило 277 заявок. Из 11 регионов Дальнего Востока самым большим количеством участников представлены Хабаровский край и Республика Бурятия. По 10 команд. По 8 команд выступают от Приморья и Камчатки. Сразу за ними Якутия и Амурская область. Их представляют по 5 команд. По 3 команды из Еврейской автономной области, Чукотки и Магадана. И, наконец, по 2 команды от Сахалина и Забайкалья. Чтобы попасть в полуфинал, все участники прошли дистанционное тестирование. Участники выполняли тесты по предметам преподавания, возрастной психологии и педагогики, а также по нормам языка и культуре речи. Из Якутии в полуфинал попали учителя из Среднеколымска, Вилюйска, Набара, Мирного и Нерингри. Неожиданно для себя мы вышли в полуфинал. Все это решалось в считанные дни, очень быстро приобрели билеты и выехали, скажем так. Да? Мероприятие очень большое, формат очень большой, ощущения, скажем так, положительные. Организаторы все сделали на очень высоком уровне. Очень красивые корпуса, размещения. Самый молодой участник из Якутии Гаврил Пермяков, учитель английского языка из Аскыларской средней школы Анабарского вуза. Он работает педагогом уже 10 лет. Для него учитель не только профессия, но призвание. Мечтал об этом еще со школы. Немалую роль в выборе сыграла мать Гаврила, которая также была педагогом. Педагогом – это прежде всего быть хорошим человеком. Надо еще уважать детей, любить детей и обладать такими качествами, как эмпатия,
целеустремленность, внимательность и, прежде всего, профессионализм в своем деле. Считаю, что учитель будущего, то есть современный учитель, должен быть умным, коммуникабельным, внимательным к своей профессии. За 3 конкурсных дня участники будут соревноваться в так называемом педагогическом триатлоне. Он включает в себя педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру. Мы перед собой ставим такую глобальную задачу — сформировать сообщество учителей будущего. Мы рассчитываем на то, что, познакомившись, проведя вместе 3 конкурсных дня, вне зависимости от того, кто станет победителем, они будут друзьями, продолжат общение за рамками форума, за рамками конкурса и будут принимать активное участие в педагогической жизни друг друга. В основу конкурса заложена идея триединства. Учитель как носитель предметных знаний, знаний в области возрастной психологии и педагогики, а также человек, который объединяет всех участников образовательного процесса. На основе этой идеи были подобраны конкурсные задания полуфинала. Учитель – это не только тот, кто способен донести знания, но и способен убедить ребенка их принять. Отчасти потому первое конкурсное задание участников – это дебаты. Детали этого конкурса мы, к сожалению, показать не можем, так как организаторы держат это в секрете. Но нам стало известно, что на выполнение задания отводится 3,5 часа, и что задание разбито на несколько этапов, в ходе которых участникам предстоит обозначить свою позицию по ряду дискуссионных вопросов, связанных с образованием. То есть они получают задание, обсуждают его в команде, подбирают аргументацию, а затем защищают свою позицию. Конкурс создан для поиска, развития и поддержки перспективных команд учителей. По мнению организаторов, учитель будущего должен обладать высоким уровнем предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций, а также надпрофессиональных навыков. Нам важно понять, как ведут себя учителя именно в решении этого кейса. Очень важно, что в кейсах нет правильных решений. Ну и как и во многом часто в педагогике, да, как учить детей, есть много разных идей. И поэтому каждый кейс, он сложен тем, что в нем нет правильного ответа. И каждая команда предлагает лишь свои идеи, как его решить. А в это время наши оценщики смотрят то, как они решают его в команде, как лидер команды управляет своей командой, как они ведут дискуссию. Вот это вот очень важно. Второй этап конкурса включает в себя 8 полуфиналов в городах Санкт-Петербург, Владивосток, Томск, Екатеринбург, Грозный, Ростов-на-Дону, Уфа и Солнечногорск. Они будут проходить до 22 марта. По их итогам в финал пройдут по 12 команд от каждого округа. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутия. День за днем. Отчет правительства республики перед населением продолжается во всех районах Якутии. Все встречи проходят по графику и идут в штатном режиме. Делегации уже посетили более 250 населенных пунктов. Накануне работа завершилась в Верхневилюйском районе. Делегация ознакомилась с основной инфраструктурой района, уделив особое внимание системе образования. В последний день участие принял председатель правительства Владимир Солодов. Он официально заявил о начале проектирования моста через реку Вилюй, заявив, что выделение денег на берегоукрепительные работы – принципиальное решение правительства. Заявка в эти дни рассматривается в Минприроды России, но принципиальное одобрение уже получено, и средства в объеме 700 миллионов рублей в ближайшие годы поступят. С 2021 года начнется строительство берегоукрепительных сооружений в районе Верхневилюйска. Целый ряд решений по развитию системы здравоохранения мы приняли. В частности, в этом году будет закуплен компьютерный томограф в больницу районную в Верхневилюйске. Он позволит сделать еще один шаг к качественному обслуживанию граждан. Большая работа проводится по обеспечению жильем специалистов бюджетной сферы, учителей, врачей. И мы тоже будем совместно с районом продолжать ее решать. В частности, недостроенный дом, который сейчас находится в Верхневилюйске, мы в ближайшее время передадим законченные юридические процедуры с тем, чтобы он мог быть закончен и использоваться как маневренный фонд или как служебное жилье. Другая делегация правительства отчиталась перед жителями Аймяконского района. Что беспокоит население, какие вопросы там прозвучали. Сюжет из Устнеры. За прошедшую неделю правительственная группа во главе с Ириной Высоких, министром предпринимательства, торговли и туризма республики, побывала во всех поселениях Аймяконского района. Встречи везде проходили в форме конструктивного диалога, и на большинство вопросов жители получали ответы.
В селах коллеги поднимали о создании студенческих отрядов в поселках, чтобы они помогали в благоустройстве, допустим, села Томтор. Мы бы хотели, чтобы здесь вот ребята, которые живут здесь, научатся в вузах и СУЗах страны, они бы самоорганизовались и создали свой студенческий отряд. В райцентре представители министерств посетили объекты жизнеобеспечения. В котельных поинтересовались количеством и доставкой угля, осмотрели оборудование. Договора своевременно заключаются, поставка идет непрерывно. Побывали и на водонасосной станции. О необходимости строительства нового водозабора шел разговор на заседании при главе УЛУСа. А здесь вот раньше было предприятие бывшее, да? Нет, либо вот здесь, через дорогу. Прозвучал вопрос качества воды и на отчете. Необходимость проведения всех гидрологических исследований по руслу реки, потому что она подмывает берег существующего водозабора. И для того, чтобы запроектировать новый объект на долгосрочную перспективу, надо выбрать такой надежный участок. Жительница поселка с негодованием рассказала о условиях работы коллектива почтового отделения. Почта разгорожена полностью. Я вообще поражаюсь, как люди там вообще работают. И руководитель группы взяла решение вопроса под свой личный контроль. Встреча, диалог с предпринимателями, прием по личным вопросам, дань уважения ветерану войны и отчет перед жителями Уснеры. Какой вопрос, по вашему мнению, требует безотлагательного решения? Спросили мы в заключении у Ирины Сергеевны. Определенно это ЖКХ, потому что в том состоянии, в котором находятся сейчас многие жилые дома и административные здания, они, конечно, в ужасном состоянии и требуют решения уже здесь и сейчас. На итоговом совещании откорректировали протокол. Внесенные в него вопросы будем решать совместными усилиями. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Сейчас завершающий блок рекламы, потом продолжим. Оставайтесь с нами. Кино и театры, как культурно провести выходные, куда можно сходить, что посмотреть, обзор афиши в конце выпуска, это и многое другое в последнем блоке программы «День за днем». Оставайтесь с нами. Это программа «Якутия. День за днем». Продолжаем выпуск. Количество получателей помощи на основе социального контракта в республике по сравнению с 2018 годом возросло на 11% и составило 3500 семей. На такую выплату могут рассчитывать малоимущие семьи. Однако с прошлого года такую господдержку могут получать и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Потратить госпомощь можно на развитие ведения хозяйства и предпринимательскую деятельность, а еще для покрытия расходов, связанных с выращиванием ягоды и овощей. Не только финансовая поддержка может быть оказана. В рамках программы социальной адаптации органы местного самоуправления зачастую предоставляют земельные участки, предоставляют какие-то помещения для развертывания, скажем, планируемого производства. Органы занятости активно участвуют. И они в рамках этой программы также могут обеспечить содействие по трудоустройству иных членов семьи. Также сельское хозяйство, представители управление сельского хозяйства, представители инфраструктуры по поддержке бизнеса принимают активное участие именно при формировании программ социальной адаптации. А со стороны уже непосредственно получателя такой помощи прописываются его обязательства по целевому использованию полученных средств и по ведению отчетности. В Чульмане Нерюнгринского района отказали в помощи единственному местному ветерану Великой Отечественной войны. Полгода назад Валерий Спиридонов обратился в фонд соцстраха с просьбой о предоставлении слухового аппарата. Ему отказали из-за формальности. Для получения технического средства 93-летний ветеран должен был быть инвалидом. Победить местную бюрократию одинокому дедушке не удалось. И вот как нам прокомментировал эту ситуацию Фонд социального страхования.
Во вторник Федеральное бюро МСЭ по Нерюнгринскому району уже ждут от врачебной комиссии заключение, аудиограмму. И на основании этого будет сделано заочное свидетельствование ветерана, будет изменена программа реабилитации. И в этот же день будет взято заявление на обеспечение слухового аппарата. Слуховой аппарат будет в течение месяца выдан инвалиду. Алданская семья нашла временный приют в другом доме добрых людей, и их собственное жилье сгорело. Глава семьи – единственный кормилец, жена выйти на работу не может, оставлять больного ребенка не с кем, а всего у этих супругов 6 детей. Этой семье теперь помогают неравнодушные, чтобы они построили свой новый дом. Сюжет Татьяны Вахниной из Алдана. Дома все в сборе. Сергей, глава большой семьи, пришел со смены. Мужчина работает сторожем. Старшая дочь вернулась из техникума. У сына уроки тоже закончились. В неблагоустроенном старом бараке супруги Рудых и их 6 детей обжились. Они заселились в 2 комнаты на пороге зимы. В пустующей квартире приют им временно дала знакомая. Добрые люди. Благо у нас, наверное, больше половины города. Большой дом семьи Рудых сгорел. Старшая дочь Марина и сейчас вспоминает ту октябрьскую ночь, словно отстраненно. Чего стоило действовать быстро, четко и не поддаваясь панике, девочка рассказать не может. Я сначала собирала документы, а потом на крики пожарного я просто взяла маленькую сестричку в одеяло, завернула и понесла. Марина – будущий лаборант-эколог, летом получит диплом. Она отличница, сейчас проходит производственную практику. Первые полученные деньги отдала маме для младших. В новой квартире места, конечно, маловато, и сосредоточиться удается не всегда. Но неудобства Марину не обескураживают. Девочка видит перед собой цель. Восстановить дом, скорее всего, чтобы поскорее восстановили. Ну и поступить в высшее учебное заведение. Земляки не остались в стороне от Елены и Сергея Рудых после постигшей семью трагедии. Члены общественной организации «Дари добро» помогли теплой одеждой, продуктами, посудой и мебелью. Друзья, знакомые и просто неравнодушные алданцы поддержали деньгами и школьными принадлежностями. От управления соцзащиты семья получила компенсацию. Да, немного так уже более-менее встали на ноги. Сейчас уже больше сосредоточились, конечно, на то, чтобы покупать на строительство хотя бы по мелочи. Помощь, как государственная, так и благотворительная, стала для семьи спасением. Не менее важной явилась моральная поддержка. После трагедии оказалось очень сложно восстановить силу духа и обрести равновесие. В некотором плане, признаются родители, пример им подали дети. Они вели себя очень по-взрослому. Дочери и сын и сейчас дают маме и папе стимул к тому, чтобы достичь главную цель. Супруги Рудых собираются восстанавливать свой дом. Денег надо много, какие подсчеты еще? Много. Ну, считайте, если так грубо считать, одна крыша стоит до 500 тысяч. На восстановление некогда уютного и теплого дома, который Сергей возводил своими руками, деньги потребуются большие. Мужчина старается не отчаиваться. Навыки у него есть, мастерством, как говорится, Бог не обидел. Главным образом нужны стройматериалы. Но пока о приобретении бревен и цемента супруги не думают. Чтобы узнать, чем помочь многодетной семье, можно связаться с Еленой по телефону или в WhatsApp. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Десятки мастеров кузнечного дела собрались сегодня в Якутске на традиционную уже 11-ю выставку «Дарханус». Кузнецы со всей республики представили свои работы. Большую часть, конечно, занимали традиционные ножи. Но кроме этого мастера показали сувениры, домашнюю утварь, хомусы и многое другое. В рамках первого дня выставки прошли 2 конкурса на лучший кухонный нож, где председателем жюри был известный шеф-повар Иннокентий Тарбахов, и конкурс на лучший художественный нож. И впервые за 11 лет, что проходит эта выставка, в обоих категориях победил один и тот же мастер – кузнец из Татинского района Сергей Тарабукин. Завтра у нас будет конкурс «Лучший охотничий нож», где будет самое большое количество участников, как показывают предыдущие соревнования.
Кино и театры. Как культурно провести эти выходные? Куда можно сходить и что посмотреть? Обзор афиши подготовил мой коллега Александр Хавренко. Кинотеатры и театры города, как всегда, приготовили для зрителей много всего интересного. И начнем мы с обзора киноновинок. На большой экран вышла приключенческая сказка для всей семьи «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в роли всемирно известного ветеринара. 7 лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрываясь за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции – вот его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку. Также на экранах еще одна экранизация классики мировой литературы. Фильм «Зов предков», поставленный по мотивам произведения Джека Лондона. История Бека, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки 1880-х годов, когда его вырвали из дома в Калифорнии и привезли в дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии ее лидером, Бак попадает в невероятные приключения, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни. Российские кинопроизводители выпустили в прокат фильм-биографию, посвященную прославленному оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Фильм под лаконичным названием «Калашников» рассказывает про то, какой длинный и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарное оружие АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли настоящего времени и является самым популярным автоматом в мире. В воскресенье Сахатеатр приглашает на один из самых известных спектаклей в своем репертуаре «Желанный голубой берег мой» в постановке Андрея Борисова. Спектакль поставлен по повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». 4 человека в лодке и стихия природы. Они попадают в безвыходное положение, оставшись без еды, с небольшим количеством воды, окруженные плотным густым туманом, который неизвестно сколько времени задержит их в плену. Тогда, ради слабой надежды на спасение мальчика Кириски, они приходят к решению пожертвовать собой. В среду в Государственном театре оперы и балета можно будет увидеть «Геометрию движения». Одноактный балет «Геометрия движения» в хореографии и постановке заслуженной артистки России и Якутии Екатерины Тайшиной. Постановка состоит из нескольких этюдов, отсылающих к реалиям современного мира, с новым ритмом жизни, интернетом, виртуальным миром, который практически заменил реальный. Герои, как и многие люди сегодня, общаются через гаджеты, упускают самое главное – настоящий момент. В четверг на сцене Русского театра актеры театра юного зрителя представят премьеру спектакля «Судьба отца». Главная идея спектакля – щемящая тема отца, потерявшего на войне единственного сына и продолжающего ждать его многие годы после войны. Всю свою нерастраченную любовь он переносит на своего единственного внука. Жену сына через несколько лет ожидания родственники выдают замуж, тихо уходит жена, мать мальчика забирает его в новую семью, и старик остается один. Каждый день в мыслях он разговаривает со своим сыном, рассказывает о жизни после войны, мечтает, что однажды откроется дверь, и любимый сынок переступит порог родительского дома. А на этом у меня все. Интересной вам недели. Вы смотрели программу «Якутия день за днем». Корреспонденты нашего телеканала продолжают работу и следят за развитием новостей и событий. Я, Влад Давыдов, вместе с бригадой этого эфира прощаюсь с вами. Всех мужчин поздравляем с грядущим праздником 23 февраля. Всего доброго, хороших выходных.